Друзья, всем доброго времени суток. Как ваши дела? Как ваше настроение? Как проходят праздники? Хотела поделиться с вами, показать вам, сколько нам подарков вручили в ту ночь на Новом году. Когда мы были на елке в Грозном, просто 2 или 3 фуры огромные стояли, забитые вот такими вот подарками. И сколько бы мы, в какую сторону бы мы ни шли, нам давали эти подарки. Просто раздавали бесплатно, девочки. Вот смотрите, по-моему, я показывала уже, вот так она открывается. Здесь внутри конфеты. Вот. Вот такой, вот здесь в этом просто некоторые пачки поломались уже, дети их таскали. Вот в каждом из этого пакета, это по 2, вот в этом пакете 2 такие пачечки. Вот с учетом то, что мы кушаем, здесь было 2, здесь было 2. Это 4, 5, 6, вот, 7, 8, ну где-то 10 пакетов у нас было. Софишка, скажи, дарили нам подарочки? Как нам дарили подарочки, да? Кто давал нам? Много давали подарочков? Да. Сколько, покажи, давали подарочков? А ты радая, да, была? Подарочки? Нет, Почему? потому что совсем мне на голову лезли. На голову лезли. В толпе на елке, когда мы ходили, там много людей было при выходе. Ну, заходили и выходили в честь, как сказать, в силах безопасности, да. Все проверяли, все толпились, все хотели зайти туда. Она говорит, все мне на голову лезли. Ой, Завишка, ну ты скажешь. В общем, вот такие вот подарочки, девочки, совершенно бесплатно. Я уверена, кроме как в Чеченской Республике, такого нигде не было. Если было, поделитесь, пожалуйста. Вот, смотрите, вот такие вот подарки. Это от президента. Я больше чем уверена, что такого, как у нас в республике, нигде не было. Как это приятно. Вот такие пакеты были внутри. Причем конфеты хорошие, девочки, не дешевые. Хорошие конфеты, шоколадные, разные. Ой, как пахнет. Пахнет прямо вот шоколадом. Правда говорю. Вот так вот каждый пакет был здесь внутри. Вот сколько подарков нам дали от президента Чеченской Республики Далса Юрвизинде. Было очень приятно. Было очень холодно. Но, и знаете, не сказать, что мы там бедствуем, либо у нас дома нет конфет, но это было очень приятно. Когда такой праздник и раздают подарочки всем детям, людям дарят. Давали всем. Взрослым. Вот мы идем прям по улице, нам дают пачку, 2, маме, мне, Анжеле, Софишке, малому, всем дают по подарочку в руки. Очень было приятно и неожиданно. Просто, я же говорю, вообще... Очень-очень было приятно. Далса Юрвизиндео. Докса Бяхкенбрасон. Всем раздавали. Просто огромные фуры, представьте, стояли и всем давали эти подарки. Такие вот красивые подарочки. Расскажите, как ваши праздники проходят? Кто, где, куда ездил? Я знаю, одна из подписчиц писала, что Киса, мой сын у вас в Чеченской Республике встречал Новый год с друзьями, ему очень понравилось. Мы, как сказать, отмечали семейно, бывали в разных местах. Не везде удавалось снимать, потому что зарядка села в одном месте, в красивом тоже были. Ну, на казино уже сегодня 2-я часть будет. Вот, в городе мы были в шашлычной, потом поехали в ресторан, но это уже была новогодняя ночь, и у меня не было зарядки, к сожалению. Очень бы хотела поснимать, но был вариант снимать на супруга телефон, но мне не нравится его камера, потом это все передавать, в общем, монтировать это все. И, как всегда, забыла зарядку дома. Пока детей всех соберешь, пока уезжаешь в этой суете, обычно всегда что-то забываешь. Мы посидели в хорошем ресторане в Глобусе, мы были в такой круглый, красивый. Потом мы были в шашлычной. Просто захотелось на этом морозе горячего шашлыка. Ну, в общем, вот такие вот дела. Так, ну и на этом наши подарочки не заканчиваются, да? Это все кто нам привез?
2, 3, 4, 5. Иду я кушать. Иду я пить. Кто привез? Бекха. Это кто? Может, людички не все знают, кто это такой? Бекха это мой папа. Угу. Дед Мороз еще привез подарки, да? 2, 3, 4, 5. Они сегодня ездили, вернее, на сутки уезжали со своими братьями двоюродными, тоже ездили на озеро с ночевкой. Там они шашлыки жарили, шулем варили из мяса, в общем, на костре. Ну, мясо привезли нам так достаточно прилично. И вот, как говорится, у нас с барского... Остатки роскоши, да? С барского плеча. Да, всем привет, да? А Софишка с Каякой была на улице, я хотела пойти поснимать их, но у нас тут тоже была генеральная уборка, мы с Анжелой убирали. Сняла полностью постель, всю сейчас заложила, такую стирку перестирала, повесила. Здесь мясо привез. Сейчас тоже что-нибудь сделаем, видимо, шашлыков осталось. Пока стол сюда переставили, Анжела тут палас чистила, кастрюли намывала, крышки, все, ложки мыла. Сейчас я постель заложила стирать. Подушки все выносила на улицу проветрить. Только занесла. И одеяло у меня на улице проветривались. Все висело на веревке. Но они чистые, они у меня постиранные. Просто висели на веревке. Тоже их простернула. Простернула, говорю, освежила. И вечером сразу постель, сразу гладить и сразу одевать будем. То уже как-то кажется все как будто не совсем свежо, да? Вот такие вот дела, девочки. Так что у нас сегодня работа кипит. Насчет крыши, девочки, мы заказали. Там, оказывается, не так все просто. Там, короче говоря, заказываешь, и в течение месяца нужно ждать. Но мы уже все отдали. Они приезжали, меряли сами, замеряли все. В общем, в конце января они привезут, и там буквально день-два, и мы поставим нашу долгожданную крышу. Уже сколько об этом говорится, никак это дело не закончится. Но ничего, потихоньку. Здесь после праздника у меня тоже будет ремонт в той комнате. В этой комнате будет у меня ремонт капитальный. Там печку буду убирать, камин будем ставить. Ну, в общем, такие вот дела. Сейчас у меня вовсю стирка. Бабушка поставит, будет варить борщ. Вот. Бабушка Таня наша дорогая. Анжелика там генералит, пороги, обувь, все. Отец только приехал. Тоже его вещи все перестирать. Ну, в общем, вот такие вот дела. Сегодня поработаем, а завтра, может, куда поедем еще. В общем, будет видно. Так, что-то, Танюша, взять мяско привез, да? Еще на пальчике, да? Так, Кирюшка, посмотрим, что получится. Хорошее мясо. Хорошее мяско. Спасибо большое. Еще суп, еще не это, готовый шулем привезли, остался на костре вареный, тоже можно разогреть. По-цыгански. Да. Дай телефон. На Нет, зарядке поставишь на улице. дайте вас телефон, дайте даже хоть не зарядиться. снимала, потому что зарядка эта кончилась. Анжелик, что тут ты творишь? Тебе, видимо, нравится, да, отбивные? Тебе, видимо, нравится, да, отбивные? Зачем это все? Анжела, вот же еще мясо бочерил. Не порежется.
много на столе. Девочки, помыла полки с кухонного, достала вот оттуда. И теперь вот эта самоклеющая бумага, в ней будем клеить. То, что я сейчас с азелитом вымыла, они сильно вымазываются, кастрюли трутся об это, затираются, потом некрасиво. То сейчас сюда так приклеим аккуратно. Вот. И тряпочкой протер, и они будут нормально держаться. Я сейчас все кастрюли, все подоставала, банки пустые. Ну вот на 2 полки 4 куска. Протеры хорошо. Да. Белая быстро вымазывается от кастрюль. Трутся кастрюли. Мантоварки, кастрюли, все это, чайники. Ты чем мажешь? Кефирчиком, да? Угу. Для чего это делать, Ажа? Чтобы они такие были, знаешь, сочные. Погромче, может, ты мурчишь? Мурчишь кому-то. Ну, это дает им вкус очень вкусный. Они становятся мягкими, сочными. Сочный восточный, да? А, угу. Так, с двух сторон. Пап, ты же это сломал? А? Так, и что? Да, вот сюда нужно. Вот сюда, вот сюда. А это маленькая частка. Нет, это. И это не перевариваю. А какой? Теперь я реваю свою. А свою я реваю. Только ненадолго. Помощница? Да? Она помогает? Вот как получилось. Убери пока сковородку, хозяйка. Вот так вот получилось. Будет пешка с 5 минут. Что? Она у нас готовятся пирожки. Если... Печатки? Печатки? А что? Не закрывай, нужно же посуду слаживать на место. А елня, мы сейчас будем красиво слаживать. А можно я буду? Все, тряпочкой протер. А то у меня до сих пор были клеенки, вот старые клеенки. Оно посуду ставишь, она сдвигается, полки вымазываются, так аккуратно пусть будут хорошо. Готово. Пирожки. Сейчас послаживаем, все красиво поставим. И там тоже мне надо порядок навести.
Там уже так наставлено всего. Все-то чистое, просто надо по местам. Вон в углу, в боковом, в стеклянной банке. Вот, сейчас тоже начала слаживать. И теперь будет оно ровненько стоять, ничего не будет сдвигаться с места аккуратно. А я вот кушаю окрошечку, подсыпаю сюда вот так вот сухариков. Вы не представляете себе, как это вкусно. Уже ничего не хочется, ни салатов, ничего. А вот окрошка, самый раз сейчас. Самый раз. Вкусно, такая с кислинкой. Все здесь. Очень вкусно. Приятного аппетита всем, кто кушает. Это действительно вкусное блюдо. Анжелик, что тут нормально получается? Да. Ты их в этот раз не закручивал, просто так, да, решила обжарить? Да, объемные. Потом больше не... А, у меня зарядка села. Хотела вспышку включить. Ну ладно. Так, Анжелика у нас сегодня еще сварила борщик. Да, потому что Борщик с капустой, с мяском. Папаша мясо привез. Начали варить борщи. А так не с чего. Не, у нас-то есть много мяса замороженного. Это свежего привез. И сразу борщик, да, Анжела? Косточки на борщ, а мясо на отбивные. Ну, мы так, можно сказать, вдвоем варили борщ. И бабушка ж тут на подхвате. У нас тут и стирка, и уборка, и глажка, и готовка. Очнулись от праздника, начали делать дома. Попробуй, вкусная, да? А ну-ка. Просто во рту тает. Конечно. Нет, начнем с того, что мясо, правда, молодое и свежее. Вот бабушка сейчас сварила. Да, мам? Мясо вкусное было, прям мягкое. Ну, такое. Прям во рту тает. Сейчас будем устраивать кастинг. Ты кастинг. Харлана говорил, ты кастинг. Так. Сегодня будет веселиться или функция на весь народ. пожалуй, Айси найдет. Да, Анжела ест мясо только то, что она сама готовит. Так она не. Как вкусно. И борщик вкусный. А папе или того? А что? А, ладно, вижу. Мегардон. Друзья, вот, кстати, делаем эти оладики со смайликами. Вот. Есть сковородки такие в белом цвете, в черном. Тоже ОМС, они разные. Очень хорошая вещь. Заказывайте, доставим. Нахожи, Софишка, вот кушать, да? Да, буду я есть горячим жил. Детям очень интересно. Так бы они, может быть, и не ели, а со смайликами им интересно кушать. Сейчас с медиком, да? А ты куда-то не скоро? Гляньте, как детки ждут. А так бы они и не ели. Да хотя Софишка у нас сегодня. Будете оладики кушать со смайликами? А это мое.
Да, всем хватит, Мы всем. сами вместе какие Гаячка, всем хватит, не переживай. Все будут кушать. И гаячка с медиком сейчас, со сладеньким. И чаек. Быстро, быстро, оладички. Бисмилдах, дес. Бисмиллах. Гаяк, бери. Потому что нужно деткам все мирно дружить, играться и кушать все. Да, Гаячка? Он очень хороший парень. Тетин золотой мальчик. Он и оладички кушает. На уличке был сегодня, снеговика лепил, супчик кушал. Он очень хороший парень. Вот так вот. Может, давайте салфеточки я вам дам, вы будете салфетками. Давай, Гаяк? Да. Салфетку дать? С медом. Объедение. Любят детки. Хорошая вещь такая. Да. Посмотрите, людечки, а Софишка кушает с медиком. Посмотрите, оладюшки. Видите, с медиком она кушает. А Гаячка будет с медиком? А, Гаяк? Иди бери. Макать, оно сладенькое. Макай мед тоже вкусно будет. Сладенько будет. Еще А вкусно. я бы хотела с сметанкой. Это будет дороже. Так, девочки, я постирала постель. На улице у нас дождь идет. Я занесла ее сюда. Она уже такая влажная. Я же, как вам и говорила, я пользуюсь только чисто белой. Давай попробуем мед, Марина. Белой. Особенно мне подписчица прислала еще средство, отбеливатель. Я ним постирала. Сейчас белоснежные. И мне вот эту полоску, видите, постель, она вот эта вот постель для гостиниц, для отеля, вот именно вот эту вот полоску. Она 5 чем-то тысяч стоит, комплект я заказывала на Васильке, тихо. Но там семейный набор идет. Там идет в наборе 2 пододеяльника, 1 огромная простынь и 2 наволочки. Или, по-моему, наволочки даже 4, если я не ошибаюсь. Но это, ой, качество вообще сейчас. Нагладим еще белоснежная. Мне только вот это подходит. Мне вот эта цветная постель, мне она очень нравится, все, но мне не все подходит. Для меня вот это вот белая, как раньше наши бабушки пользовались. Для меня вот это самая лучшая постель. Еще шторы надо постирать. Ну, может, чуть позже тоже уже освежить. Хоть они не очень грязные, но я люблю. А я на лесу песню. А ну-ка. Лесу родилась елочка, лесу его, Лесу она росла. лесу она росла. Лемон и ветка струнная, зеленая была. Подожди, ты неправильно делаешь. Когда рассказываешь стихотворение, кушать нельзя. Ты жуешь, и как это, Людечка? Они же не понимают, что ты говоришь. Ну давай, Нужно не кушать и говорить громко. ну давай. Давай. Лесу родилась елочка, лесу она росла. Зиму и лето струнная, зеленая была. Молодец. Теперь можно кушать. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. И петь нельзя, я сказала, нельзя, когда во рту еда. Давай. Все уже, в следующий раз теперь. Что не хотите такое? Бабушка вот внуков балует. Лесу родилась елочка, лесу его росла. Две звездочки камни были. Ай, что забрал? Хорошо, так переворачивается. Ты чуть-чуть маслица налила, да, вниз? Ну, перед тем, как начать их печь. Капелечку, да? Да, ну это, наверное, такая сковородка, что масла и не надо, я так думаю. Ну, по рецепту в тесте нет там масла вообще. Я не знаю. Бери, Гаячка. Ой, какой умница. Смотрите, как Гаячка. Тьфу-тьфу. Ой, молодечек. Уже 3-ю штучку. Бери, бери. Бери, котик. Їжте, кум, вареники. Та я і так уже 3 штуки съїв. Та ні, кум, 4.
Так и ты говоришь, 3 штуки съел, уже посчитала. Ну так он же вообще ничего не ест. Медички. Я радуюсь, что он уже ест Медички. вообще. А я сложная песню несу. А ну-ка. Лесу родилась елочка, Опять? две ежики пьяные. Ежики? Это ты сама, наверное, сочинила? Какие еще ежики, не пойму. Пьяные. Это где такой ты слышала песню? Ты за мультик я слышала. А, мультики? Что за мультик? Что за мультики вы смотрите? Кто вам включает такие мультики? Конечно, в садик объезжает. Плохие слова говорят. Не смысл. Когда кушаешь, нельзя так себя вести. Когда я ем, я глухо ем. Нужно без смел сказать и кушать тихо. Я же сказала. Как ты сказала? Бисмилла. Ничего себе ты даешь. Вот это да, горячка.